В Сыктывдинском районе началась пора преображений. Сразу в нескольких культурных учреждениях муниципалитета стартовали ремонтные работы. Так, к осени обновится помещение Выльгородской детской библиотеки, а также детской музыкальной школы. Чем будут удивлять юных дарований в следующем сезоне, знает Ксения Лосева. Вместо мелодичных переливов фортепиано непрекращающийся стук молотка. К такой музыке в образовательном учреждении Выльгорода пока еще не привыкли, но относятся с пониманием. Капитального ремонта в здании не было более 60 лет, а потому менять приходится все, от чердака до подвала. Окна, двери, стены, потолок. Строители обещают, в скором времени детская музыкальная школа имени Семена Ивановича Налимова станет самым настоящим храмом искусства и творчества. Сзади нас находится зал. Зал с прекрасной акустикой, которая в свое время была немножко, скажем так, исправлена. Акустика в том плане, что был подвесной потолок. Так как старый, красивый, с лепниной, он уже пришел в негодность. Весь протекал. Вот сейчас наша задача, одна из основных, вернуть акустику в эту школу. Все работы обещают завершить до конца октября. Пока же юным талантам приходится заниматься в других помещениях. Условия хорошие, делятся ученики, но все же в своих родных стенах лучше. Сегодня в школе преподают сразу несколько направлений. Струнные, фортепиано, синтезатор, духовые, ударные, баян, домру, балалайку и гитару. После переезда планируют открыть класс медных духовых и фольклорное направление. О том, чтобы в новом помещении наконец зазвучали громкие детские голоса, мечтают и в Выльгородской библиотеке. Уже к концу августа она превратится в модельную. Для ребят здесь приготовили немало сюрпризов. Коллектив очень долго работал над концепцией модернизации библиотеки, чтобы попасть в проект «Библиотека нового поколения». Потому что сейчас новые стандарты. Чтобы соответствовать этому стандарту, нужно было разработать дизайн-проект, который учитывал именно зоны комфорта для пребывания именно детской аудитории. Очень важным моментом нам обращали на то, чтобы это была доступная библиотека. Дизайнер учел и этот. Будут разработаны специальные зоны, комфортные для именно лиц с ограниченными возможностями здоровья. Игровая зона для дошколят, коворкинг, секции со сменными модулями, особый акцент на современные информационные технологии и, конечно же, еще больше интересных книг. Скучно никому не будет, обещают в библиотеке. Сейчас она обслуживает более 2000 юных читателей Выльгорода. В дальнейшем за счет нового уютного пространства и интерактивных мероприятий читательскую аудиторию будут увеличивать. Этим летом муниципалитет вообще планирует провести большой объем работ в рамках национального проекта «Культура». В фокусе не только библиотеки и школы, но и дома культуры. Невозможно привлечь зрителя в холодный, плохо выглядящий дом культуры, например. Радует, что в последние годы, благодаря нацпроекту «Культура», благодаря поддержке, то, что республика очень активно включилась, у нас пошли большие продвижения. Не только в нашем районе, но и в других, вот я смотрю, в районах. И, конечно же, это важно для наших жителей. И вот буквально мы когда открывали музей, и даже когда шли ремонтные работы, проходя, просто прохожие радовались, говорили, вот, наконец-то. Приближающиеся летние каникулы все культурные учреждения проведут с пользой. Где-то ограничатся лишь небольшими косметическими изменениями, а где-то вполне себе глобальными. Так, в скором времени новый дом культуры на 49 мест появится в Лозыме. Проектно-сметная документация уже прошла экспертизу. Пока же ДК останется в здании церкви, которую построили еще в начале прошлого века. Ксения Лосева, Павел Люлянмин, телеканал Юрган, Сыктывдинский район.